Здравствуйте. Похоже, что со среды весна в городе примет необратимый характер уже. И слава богу, дождались, можно так сказать. Однако для тысяч горожан солнечные деньки, да и весенняя капель означают еще и приход беды, воды. У кого-то во дворе домов, а у кого-то и под полами своих квартир тоже. Это следствие того, что предки наши построили город, скажем так, на болоте, а у нас, у современников, нет денег для того, чтобы перенести его в сухое место. Решение этой проблемы одно – отводить воду, как это возможно. В конце прошлого года я уже рассказывал о том, что власти собираются делать для того, чтобы бороться с водой в течение 2007 года, а сегодня отчет о том, что уже делается. Но вначале рассказ о наиболее значимых событиях дня. Здравствуйте. Якутия и Иркутская область не имеют противоречий и расхождений в торгово-экономическом сотрудничестве. Об этом накануне в Иркутске заявил губернатор области Александр Тишанин на встрече с президентом Якутии. Оба руководителя признали целесообразным проработать вопрос создания единой энергетической системы. Также подписано соглашение о взаимодействии в других сферах. И, между прочим, это соглашение уже дало повод некоторым российским газетам размышлять о том, что идет стратегическое сотрудничество между Якутией и Россией, причем, я бы так сказал, с намеком на желательность объединения двух вот этих субъектов Российской Федерации. Хотя на самом деле все проще. Реализация соглашения создаст 3000 новых рабочих мест на севере региона. Сегодня агентство Саха-Ньюс со ссылкой на исполняющего обязанности прокурора республики Владимира Никонова сообщает о том, что прокуратура не направляла иск в суд на Госсобрание Якутии за непринятие нормативных актов по ликвидации муниципального образования в Магане. Об этом иске говорил на встрече с населением глава столичной администрации Михальчук. Что самое интересное, иск-то ведь все-таки в суде был. Буквально позавчера прокуратура его отозвала оттуда. А почему его отозвали? Комментариев нет, но вполне возможно, что в прокуратуре сочли, что иск против республиканского парламента это уж чересчур. И потому решили добиваться законности, я имею в виду от упоминавшихся нами вчера решений Конституционного суда, Верховного суда Российской Федерации относительно ликвидации муниципального образования, другим путем добиваться исполнения их решений. В частности, решено, что городская прокуратура уже на этот раз подаст иск на налоговую службу, о том, что та до сих пор не исключила муниципальное образование, уже упоминавшееся села Маган, из реестра юридических лиц. Президент Штыров вчера подписал указ о награждении Александра Акимова орденом «Полярная звезда». В документе отмечаются большие заслуги бывшего вице-президента республики в укреплении государственности, а также его вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетняя плодотворная общественная деятельность. Итак, отведение. Решение всех вопросов в Якутске возложено на Департамент дорожного строительства. Напомню, на совещании у первого заместителя главы столичной администрации Трофимова еще в конце прошлого года мы рассказывали о нем. В целях экономии средств решено было максимально сочетать водоотведение с ремонтом и строительством автодорог. Что и как делается сегодня? Предлагаю короткую экскурсию по городу с помощью директора департамента и этого плана. Начнем с улицы Рыдзинского. В рамках городской программы водоотведения города Якутска проводятся работы по устройству магистральных лотков водоотводных. В частности, улицы Рыдзинского. Мы увязываем участок от улицы Джарницкого до улицы Петра Алексеева. И по улице Рыдзинского работа ведется параллельно в сторону улицы Халтурина. Для водоотведения 16-го квартала и прилегающих улиц вдоль улицы Рыдзинского расположены. В данном случае хочу заметить, чтобы население относилось с пониманием к работам, которые ведутся, потому что в весенне-летний период, страдают все от обводнения на улицах наших. В том числе на Рыдзинского, да? В том числе на улице Рыдзинского, на которой мы находимся. Неоднократно вызывали сюда пожарные, заливают наши, пожоги, которые санкционированные, ведутся в присутствии дежурных людей, которые круглосуточно здесь находятся. Просто нужно несколько потерпеть. В такие морозы техника не выдерживает, поэтому один выход — это устраивать пожоги для того, чтобы форсировать и наверстывать наши планы работ. Прошу отнестись к этому с пониманием населению, которое проживает на улице Рыдзинского в частности. На очереди Залог, улица Дежнева. На участке от проспекта Ленина до улицы Автодорожной мы выполним замену асфальтобетонного покрытия на этой улице. Кроме этого, выполняются работы по придорожному водоотведению на проблемных участках улицы. В частности, мы увязываем два вопроса, обводнения самой
самого покрытия асфальтобетонного и проблемных адресов это Дежнева 28-30. То есть на участке от улицы Чекалова до улицы Тимирязева выполняются водоотводные мероприятия в настоящее время. А дорожные работы, конечно, будут развернуты несколько позже, где-то с мая месяца у нас, так сказать, серьезному реконструкции эта улица будет подлежать. А это еще один адрес улицы Гемеинская. Работает довольно серьезное предприятие НПО «Геотехнология», вот, который и проектированием занимается по дренажно-осушительной системе города Якутска, ну, в том числе принимает участие непосредственно в самих работах. Сроки работ для всех едины. Мы реально должны к середине апреля работы свернуть, завершить полностью систему водоотведения в кварталах проблемных, в том числе и в кварталах Гемеинских. Обратимся теперь к улице Чайковского. Улице Чайковского будет обновлено покрытие от Вилуйского тракта до улицы Каландарашвили. Сейчас мы наблюдаем производство работ по придорожному водоотведению, для того, чтобы улица у нас полноценно заработала и не была обводнена прилегающая территория к ней. А когда то, что касается вот асфальтирования и прочего благоустройства, когда будет закончено? Ну, конечно, у нас сейчас в первую очередь мы нажимаем на вопрос водоотведения. Дорожные работы будут развернуты с мая месяца на текущей улице. И закончены? Середина июля. И в завершение еще один адрес улица Курашова. Работы будут произведены по Курашова с расширением до 3 полос от проспекта Ленина до улицы Бояркова. И она будет вся приведена в порядок до улицы Лермонтова. Полностью положено новое асфальтовое покрытие. Вот. В настоящее время работы интенсивно ведутся с опережением, так сказать, чтобы увязать все графики. Кроме этого, в этом году, так сказать, для, опять же, ускорения сроков определили подрядчикам применение сборных железобетонных конструкций, сборных лотков, что тоже ускорит, так сказать, производство работ и окончательные сроки сдачи объектов. Водоотводная система в Якутске устроена таким образом, что все городские квартальные каналы впадают в конце концов в городской канал. Ну а он частично не работает. К чему это может привести в условиях, скорее всего, многоводной весны? Снега выпало достаточно много. Город не утонет, нет? Значит, вся программа водоотведения сверстана на то, чтобы, так сказать, решить проблему основную по городу Якутску – обводнение. Вот в том числе, так скажем, работа ведется в несколько уровней. Это квартальное водоотведение, так скажем, придорожное водоотведение, которое мы отметили. И задача перед нами стоит обеспечить проточность городского канала от озера Сайсары до 202 микрорайона по руслу горканала, по существующему. Вот наиболее проблемный участок у нас это от озера Сайсара, так если его обозначить, до улицы Октябрьской. Практически этот участок непроходной для городского канала, поэтому, так скажем, озеро Сайсара у нас заиливается. Так сказать, целью работ и задача перед нами стоит обеспечить проточность городского канала как раз на участке от озера Сайсар и до улицы Октябрьской. И полностью, так сказать, произвести укрепительные работы, но углубительные по руслу всего горканала, по малому кольцу горканала, если точнее сказать. Ну что же, еще раз за Александром Шадриным повторюсь, что власти ориентировали подрядчиков по водоотведению завершить все работы к середине апреля. Денег, можно сказать, в этом году не пожалели, если сравнивать с прошлыми годами. Каков будет результат, узнаем через 1,5 месяца. Ну а у нас на сегодня все. До свидания.